В завершении выпуска о субботниках студенты из Якутии провели уборку в одном из исторических мест Санкт-Петербурга – парке у Черной речки. Именно там почти 200 лет назад состоялась последняя дуэль великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. На субботнике побывала Айсена Бурнашова. В парк на Черной речке Приморского района Санкт-Петербурга часто приезжают большие экскурсии. Ведь именно здесь находится памятник на месте дуэли великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы держать территорию в отличном состоянии, садово-парковая служба проводит уборку и вывоз мусора каждый день. Более 10 лет назад здесь состоялся первый субботник студентов-якутян. С тех пор ребята стали верными помощниками и друзьями хранителей этого парка. Приходят постоянно, каждый год. Они нам помогают. Я точно не помню, сколько лет это сколько я работаю, все помню. Они все время приходят и нам очень сильно помогают. Вот, на дуэли все время у нас чистота после них и порядок. В парке находится аллея якутской молодежи. И именно здесь в прошлом году представителями Усть-Алданского района Якутии было посажено дерево в честь мероприятий, посвященных чествованию Саяна Ржакова. В этом году на борьбу с весенней листвой и мусором вышли более 40 человек. Студенты-якутяне, активисты и члены Ассоциации молодежи Якутии «Сайды». Я прихожу сюда на традиционный весенний субботник в третий раз. Для нас это место значимо, так как здесь находится аллея молодежи якутян. Субботник – это традиционное мероприятие для всех якутских студентов. Каждый год мы по 2 раза приходим на место дуэли Пушкина. И субботник для нас – это не просто какой-то сбор, а это дань городу и уважение. Этот парк является местом дуэли великого писателя Александра Сергеевича Пушкина. Его произведение читается не только в России, а по всему миру. И то, что мы проводим здесь ежегодно субботники, это самое малое, что мы можем сделать. Всего за 1,5 часа ребята управились с мусором и опавшей листвой в парке площадью более 5 гектаров. Самой большой по численности стала команда из Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и получила от организаторов субботника 2 свежие пиццы. После работы ребята согрелись горячим чаем и подкрепились бутербродами. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.